Освещение любых акций не является преступлением в Российской Федерации, ну, по крайней мере, пока, или же частью преступления. Если ты снимаешь на телефон что-то, то, что увидел на улице, а потом решил выложить себе на страницу, является ли это преступлением? В этой части обвинение просто-напросто абсурдно. Обвинение не представило доказательств также о том, что я кого-то вводила в заблуждение относительно обоснованности и законности протестных мероприятий. В деле нет ни одной психолого-лингвистической экспертизы, которая подтверждала бы это. Далее, о обвинительном заключении. Для дискредитации действующей политической власти в республике, пропаганды своих политических взглядов, последующего освещения протестных акций, мероприятий и так далее, Саутиевой и иными участниками экстремистского сообщества в качестве информационной платформы для ведения онлайн-трансляции, размещения видеообращений, текстовых сообщений использовались интернет-ресурсы с электронными адресами Фортанга.орг, ИКН-06 и также возможности видеопостинга YouTube, на которых размещался пропагандистский материал. Вообще мне было очень интересно, что же представит обвинение, какой именно пропагандистский материал, на каких именно ресурсах, где доказательства, что я конкретно имею отношение именно к этим указанным ресурсам. Но их так и не последовало. И во всех 120 томах ничего по этому поводу не нашла. Следствие даже не доказало, что я вообще присутствовала на этих митингах октябрьских. Не говоря уже о том, что я их не организовывала и не принимала никакого участия в том, чтобы привлекать туда людей, там 400 или даже 4 человека и так далее. Более того, 4 октября меня, по-моему, вообще даже не было в республике. Насколько я знаю, находилась в командировке в Санкт-Петербурге. Далее, в свою очередь, Саутиева, согласно отведенной преступной роли, будучи представителем женского населения, это вообще какой-то абсурд. Будучи представителем женского населения Республики Ингушетия, обладая политическим и общественным авторитетом среди населения республики, должна была осуществлять психологическую мотивацию участников несогласованного с правительством публичного массового мероприятия в форме митинга, большинством из которых являлись представители мужского населения, направленные на неподчинение законным требованиям применения насилия представителям власти, находившимся при исполнении своих должностных обязанностей, и в связи с исполнением этих обязанностей провокационно взывая к их мужскому достоинству, национальному единству, манипулируя этническими обычаями, средствами присутствием, обязывая любым способом обеспечить ее безопасность как представительницы слабого пола в целях возбуждения агрессии у населения Республики Ингушетия. Мне каждый раз просто смешно, когда я читаю эти строки. Нарыжному, наверное, надо было все-таки писать фантастические романы, а не... У него прям талант выпадает. Население Республики Ингушетия, упоминая исторические факты о депортации ингушского народа с исторической родины, имеющиеся неразрешенные проблемы административно-территориального устройства Республики Ингушетия, координируя происходящие события в целях недопущения прекращения сопротивления, открыто и цинично демонстрируя свою политическую вражду к действующему главе Республики Ингушетия, тут уже прям лирика пошла, и поддерживая среди окружающих участников несогласованного митинга агрессивные настроения, обещаниями скорого прибытия на помощь для оказания физического сопротивления представителям власти большого количества новых участников из числа жителей Республики Ингушетия, для привлечения которых Саутиева должна была при помощи имеющихся у нее навыков интернет-блогинга и мобильного устройства осуществлять прямые видеотрансляции через социальные сети. Хорошо, что я теперь знаю, что иметь навыки интернет-блогинга, это тоже является преступлением. Посредством глобальной сети интернет, одновременно привлекая внимание средств массовой информации, создавая тем самым большой общественный резонанс. Ну, весь этот пассаж, его можно было бы рассматривать как анекдот, если бы из-за него я 3-й год уже не сидела в тюрьме. Еще раз спрашиваю, если я кого-то там призывала провокационно или даже не провокационно призывала, может быть, я просто там не провокационно, мило так умоляла, чтобы они пришли или остались, или что-то сделали. Где видеоматериалы? Есть все видеоматериалы представленные выступления, вся, то, что делает поминутно установлено, где хотя бы одно мое выступление, или, может быть, я не знаю, какое-то видео, где я с кем-то разговариваю, с большим количеством людей, если я публично там этого не делала.
Где эти взывания, мотивации материалов дела? Где психолого-лингвистические экспертизы? А ничего этого в деле нет, и все это просто-напросто выдумка чистой воды. Как я сказала, на Рыжном пропал талант писателя. Цинично демонстрировал. Да, открыто и цинично демонстрируя вражду. Я не понимаю, что в этом является преступлением. Даже если бы у меня и была какая-то политическая вражда, как ее можно цинично демонстрировать? Кто ты показывал? Или как можно ее не цинично демонстрировать? Как можно это обвинение отбить? И является ли преступлением, что я там являюсь представителем женской части населения и мужского общества? Или была ли я там единственной женщиной? Или была ли я каким-либо авторитетом вообще для всех этих событий? Вообще я была известна, может быть, в Ингушетии, вот в очень узком кругу. Вот, люди, которые сегодня были, но это и есть, наверное, узкий круг, то есть те люди, которые работали вот в этом в сфере Министерства культуры, ну и что-то около него, какие-то социальные, может быть, проекты, общественные отделы. Эти люди меня знали, но больше, к моему сожалению, я не могу сказать, что я обладала каким-то авторитетом. Ну, сейчас, благодаря Нарыжному. Я говорила, что меня там вообще не было в этот период, я повторяюсь. Но даже если бы я там была, как вы себе это представляете, что Ахмед Барахоев подходит ко мне и согласовывает свои переговоры с Кавой? Зарифа, как ты думаешь, могу ли я переговорить с Кавой и сказать ему вот это и вот это? Да. Ты думаешь, это можно, это нельзя? Можно я это вот таким образом проведу переговоры? Или ты считаешь, что это по-другому? Я такая, да, Ахмед, вот именно так надо это делать. Никак иначе. Но это просто-напросто абсурд. Я так понимаю, что обвинительное заключение должно отвечать на вопросы кто, где, когда, почему и что сделал. То есть, кроме вот этих размытых формулировок, причем каждому из нас одинаковые формулировки, то есть я, там, Ахмед Барахоев, Мауса Кужахов, там, Муса, Барах, Исмаил и Багаудин, мы все говорили, действовали одинаково. То есть мы к чему-то там призывали, что-то воздействовали и так далее, и так далее. То есть все совершенно разные люди там по возрасту, какому-то социальному статусу, образованию и так далее, и так далее. Но все мы говорили об одном и том же, но абстрактно очень говорили. Ни одного доказательства не представлено, что мы вот конкретно вот это обсуждали там. Даже, да, насколько я помню, на этих митингах вообще даже не поднимался вопрос 92-го года, именно потому, чтобы власти не обвинили в том, что пытаются каким-то образом раскачать ситуацию. И до мартовского митинга вообще не поднимался вопрос отставки Евкурова. И именно из-за этого, чтобы не было ничего притянуто за уши. Но это не помогло. Зарифа, и все призывы наши, да. вплоть до запятой, все одинаковые. Ни одного слова, ни одной личности. Все одинаковые. Но, видимо, все-таки не такое богатое воображение у Нарыжного, чтобы каждому из нас придумывать свои личные какие-то фразы и призывы. А фантасты они все такие. Что касается моих действий конкретно на площади, ну, тут я сама все сняла, практически все поминутно, все, что я там нахожусь, это и до сих пор, по-моему, на моей странице в Фейсбуке это находится. Я нахожусь на площади, я это все снимаю на телефон, как гражданский журналист, потому что там журналистов не было на тот момент. Я понимаю, как историк, особенно как музейщик, я понимаю важность всех этих моментов, чтобы это все было зафиксировано в будущем. То есть, может быть, это сейчас не важно, следствие это все равно все придумало, но через 10, 20, 30, 50 лет это будет очень важно, все эти материалы. Я фиксировала это и для этого тоже, в том числе для потомков, так сказать. Да? Ну да, в том числе и для этого. Хотя я тогда не знала, что этот процесс будет еще. То есть, чтобы люди знали, что происходит, чтобы не допустить кровопролития. Я занималась своей работой конкретно, пыталась ее делать хорошо и в меру своих возможностей пыталась как-то улучшить общественно-социальную какую-то обстановку в республике, там, помогать инвалидам и так далее. Вот. Но после того, как случился этот вопрос, земельный вопрос, но для меня лично, не знаю, скажут ли мне, что это вообще неправильно,
сама земля, она имела не такое прям большое значение, как тот факт, что были настолько грубо попраны права людей в очередной раз. То есть это вообще, это мой профессиональный вопрос, скажем так, репрессии ингушей в 20 веке, ну, начиная с конца 19 весь 20 век, то, что происходили, и я понимала, что вот такие вещи, они в любом случае закладывают мину замедленного действия для будущего. То есть то, что случилось в 1944 году, вылилось в 1992 году осетино-ингушским конфликтом. И этот вопрос, он не решен до сих пор, и его еще предстоит решать, может быть, даже и не нам, а нашим потомкам. Точно так же я понимала, что то, что сделано в октябре 2018 года, это тоже еще одна мина замедленного действия для моего очень маленького такого немногочисленного народа, у которого и так очень много проблем. И я понимала, что вот такое наплевательское отношение ко всему, к закону, там, к конституции, там, еще к чему, к мнению людей в конце концов, но это была моя личная гражданская позиция. Я считаю, считала и считаю до сих пор, что я имела право выражать свое мнение любыми способами, которые мне не запрещает закон, в том числе участвуя в митингах, в демонстрациях, снимая все это, выкладывая на свою страницу. И виновной себя в чем-либо я не считаю. Присутствие на митинге – это не экстремизм. Экстремизм – это весь этот судебный процесс, который здесь происходит над невинными людьми. Но во всем остальном, так как это дело политизировано, вы понимаете, что в отношении меня и моих соратников происходит политическое преследование. Я вижу, что никакие доказательства защиты не влияют на обвинение. Любое сказанное слово может быть обращено против меня, что проявляется в том, что абсолютно безобидные действия, такие как съемка на телефон митинга, вдруг стали эпизодами преступлениями. Дача дальнейших показаний отказываюсь и отказываюсь отвечать на вопросы. У меня все.